территории Республики Абхазия проходит один из самых крупных миграционных путей птиц евроазиатского континента. Здесь зарегистрировано около 300 видов птиц, из них редкие и исчезающие. И вот от некоторых из них нам сегодня и расскажут специалисты музея. Альбина, правда ли это, что птицы возвращаются в те места, где они родились? Да, это свойственно птицам, но вначале все-таки я хотела бы начать с того, что мы с вами находимся в зале, где представлены экспонаты лишь небольшой части представителей фауны Абхазии. Если вы спросите, почему небольшая часть, этому послужило ряд причин. Конечно же, первая причина – это то, что много экспонатов у нас пришли в непригодные для экспонирования после Отечественной войны 92-93 годов. И, конечно же, самая главная причина, что на сегодняшний день у нас нет такой возможности не то чтобы обновить экспозицию, даже их реставрировать за неимением специалистов, таксидермистов. Ну, конечно же, мы надеемся, что в ближайшем будущем появятся у нас специалисты или хотя бы возможность обновлять нашу экспозицию. На сегодняшний день вы у нас здесь можете увидеть чучело зубра, при виде которого приходят в восторг не только дети, но и взрослые. Есть чучело тура, которое мы приобрели в недавнем прошлом, преодолев немало трудностей. Чучело рыси, в принципе, и все. Единственное, чем мы можем похвастаться, если можно так выразиться, это немалой коллекцией птиц. На них хотелось бы мне сегодня и остановиться поподробнее. Изучением птиц занимаются в Абхазии около 200 лет. Первые научные наблюдения связаны с именем русского и финского ученого, ботаника, зоолога, палеонтолога Нордмана, который впервые посетил Черноморское побережье Кавказа в 1836 году. И что примечательно, в том же году ему посчастливилось зафиксировать фламинго у нас в Абхазии. Это был единственный случай, но, конечно же, это была случайность. Дальнейшие наблюдения за птицами связаны с такими именами, как Динник, Тюлин, Кудашев, Менсбер. Ну, нужно отметить и нашего современника, который вложил немало в изучение орнитологии Абхазии. Это Маланзий Виктор Ильич, которого, к сожалению, не стало в прошлом году. Наблюдение за птицами, за их миграцией привело к такому выводу, что над нами пролегает один из наиболее интенсивных миграционных путей под названием Восточно-Черноморский. Миграция проходит в два этапа. Есть весенняя миграция, которая начинается в январе и длится по июнь месяц, и осенняя с августа по декабрь. То есть, когда одни птицы летят на юг, другие летят им навстречу, и над нами постоянное движение. Миграция вообще очень сложный период в жизни птиц, потому что они преодолевают сотни, а то и тысячи километров. Да. При подготовке к этой передаче я ознакомилась с таким фактом, что в некоторых европейских странах существуют экологические островки, где птицы могут остановиться, передохнуть, подкрепиться и лететь дальше. Ну, конечно же, очень хочется надеяться, что и у нас когда-то появятся такие островки, и много птиц будут сохранены, и мы будем иметь возможность их видеть. В Абхазии около 50 редких птиц, многие из которых занесены в красные книги. Это и черный аист, и сип белоголовый, орлан белохвост, беркут, бородач и многие другие. Вот вы вначале задали мне вопрос, свойственный, что птицы возвращаются в те места, где они появились впервые на свет. Когда-то считалось, что этому способствовал некий какой-то специальный орган, биологический компас, который в этом им помогал. Но дальнейшее изучение привели к выводу, что никакого специального органа не существует. Этому способствует комплекс географических
объектов. Это и Солнце, это и ориентир по Луне. Ну, почти так же, как мы изучали когда-то в природоведении, что заблудившийся человек, да, в лесу ориентируется по Солнцу, по мху на стволах деревьев или же по обветвленности деревьев. Ну, практически аналогично. Ну и генетическая память, наверное, все же Да, тоже есть. генетическая память. Вот. Хочется отметить, что распространение птиц имеет вертикальную зональность. У нас не только птицы изменяется их распространение, но также и почвенный состав, и климат, и распространение флоры. Все у нас имеет вертикальную зональность. То есть с высотой численность населения птиц уменьшается. На сегодняшний день более подробнее я хотела бы остановиться на отряде голенастых. Само слово как бы говорит о том, что у них ноги голые или же слегка опушенные. Но если давать им общую характеристику, то у всех в основном у них длинные тонкие ноги, длинная шея, длинный клюв. Обитают они возле водоемов, рек, морей, возле озер. Питаются мелкой рыбой, крупными земноводными, некоторые даже водными насекомыми, личинками, моллюсками и тому подобное. Вес у них колеблется от 100 грамм до 6 килограмм, и размеры колеблются от 20 сантиметров до 1,5 метров. Голенастые передвигаются так размеренно, медленно, бегать они не умеют и летают, в принципе, с неохотой. Благодаря просто длинным ногам и шее они могут вовремя заметить опасность и предпринять какие-то действия, да, чтобы сохранить себя. Расскажу об одном из представителей этого отряда, о квакве, или ночная цапля. Это относится вот к это, семейству цаплевых. Значит, в брачный период мы можем наблюдать черную с зеленоватым отливом шапочку. Такой же окрас продолжается по спине. Брюхо и бока у нее белые, а крылья серые, которые затупляются к концу. Хвост короткий. Примечательным в ее внешнем виде является наличие от 2 до 4 белых тонких пера, которые когда-то чуть ли не стали причиной их полного исчезновения. Скажите, а почему перья птицы могли стать причиной ее гибели? Потому что в конце 19-го, начале 20 века этими перьями украшались как женские, так и мужские шляпки. Ну, к счастью, как мы знаем, мода изменчива. Мода прошла. Да, мода прошла, и птицы дошли до наших дней. Кваква гнездится возле густо заросших водоемов. Гнезда строят обе особи. Самец приносит веточки, стройматериал, а самка его строит. Кладка состоит из 3-4 яиц. Высиживает она яйца около 21 день, и вылупившихся птенцов уже вскармливают оба родителя. Существует такой миф, что птицы когда-то добывали еду одинаково, ели одинаковую пищу. Но цапли обнаружили у себя способность хорошо плавать и добывать в воде свою еду. И не имели осторожность похвастаться, что они плавают лучше Посейдона, бога морей, за что были наказаны. Теперь они плавать не умеют и добывают свою пищу в прибрежной полосе или же неподвижно стоя. У меня такой вопрос. Кваква просто пролетает над Абхазией? Это обычный пролетный вид, да, над Черноморским побережьем. Вообще голенастые, что забыла я отметить, они распространены по всему земному шару, исключая Арктику и Антарктику. И основная масса, конечно же, обитает в тропиках и в субтропиках. В следующем
представитель, с которым я хотела бы вас познакомить, это колпица. Название ее происходит, ассоциируется с формой клюва, то есть ей удобно колпить, долбить. Птица имеет белый окрас, клюв и ноги у нее черные. В брачный период у нее появляется на затылке хохолок, и у основания шеи такое охристое пятно. Колпица имеет размер до 1 метра, весит до 2 килограммов. Размах крыльев может достигать от 115 до 135 сантиметров. Селится колониями, то есть рядом с каравайками может или с другими представителями цапливых, составляет от 6 до 160 особей. При этом обитают возле как пресных, так и соленых водоемов. Гнезда строят на ветках деревьев, на кустарниках, которые низко расположены над водой или в камышах. Кладка также составляет от 3 до 6 яиц, высиживает 21-25 дней, и вылупившихся птенцов, как и другие представители отряда, уже вскармливают оба родителя. Но все эти птицы в основном на водоемах. На водоемах. Все, да, они относятся к болотным птицам. Из тех птиц, которых я на сегодня хотела подготовить, мне импонирует по окрасу каравайка. Она очень красивого, темно-бурого цвета. У нас ее в наличии нет, к сожалению. У нее, темно-бурый окрас с таким бронзовым и зеленоватым металлическим прям отливом, очень красиво. И примечательно, что у нее серповидно изогнутый клюв. Каравайка вообще считается очень ленивой птицей, потому что даже передвигается очень медленно, летать она не любит, неохотно взлетает. В Древнем Египте эту птицу почитали как один из символов бога Тотта, который изображен с головой ибиса. Ну, а бог Тот, как мы знаем, это покровитель знаний, мудрости, покровитель гражданского правосудия. И такой молчаливый характер каравайки приписывали именно к тому, что она способна философствовать, есть склонности к науке. Вот. Каравайки также селятся стаями по 10-15 особей возле пресных и слабосоленых водоемов. Издает за пределами гнездования она почти что молчалива, а вот когда нужно охранять свое гнездо, она издает такие крики в виде шипения. При приближении врага она встает в позу, то есть горизонтально вытягивает свое тело, расправляет крылья и готова к нападению, даже может вступить в короткой драке. Но если так случится, что все-таки кладка будет разрушена, они могут делать новую кладку. Также состоит из 3-6 яиц, высиживает 21 день, и вылупившееся потомство уже вскармливают оба родителя. Ну, небольшой рассказ в мир птиц, конечно же, имеет ту же цель, как и все остальные передачи, подготовленные коллегами о мире, о фауне, о флоре, с призывом, единым призывом сберечь то, что мы имеем на сегодняшний день. И, конечно же, делать все возможное для приумножения редких и исчезающих видов. В данном конкретном случае что предлагается? Предлагается создание охраняемых территорий, куда где не должен появляться охотник и тревожить во время миграции птиц. У нас как? У нас есть сезон охоты, когда разрешено, скажем, отстреливать, охотиться на перепелов, но, к сожалению, их истребляют в неограниченном количестве, и не только этих птиц. То есть
нужно все-таки пожестче контролировать даже сезон охоты. Ну и в конце, конечно же, хочется поблагодарить вас за идею создания такого цикла. Это как бы еще один вид пропаганды, беречь то, что у нас есть на сегодняшний день. Спасибо большое, но все же я хотела бы еще вот спросить такую вещь. Вы рассказали о миграционных птицах. Я думаю, для зрителям Абхазии будет интересно, какие птицы вот у нас живут, так сказать, наши с вами жильцы. Ну, у нас, как считается, значит, выявлено более 300 видов, и из них около 140 гнездятся у нас в стране. Говоря о миграционном пути, хотелось бы отметить, что, например, и я не знала, и многие, наверное, не знают, что над нами пролегает миграционный путь журавлей, которые когда-то попали под большой браконьерский пресс, и теперь они пролетают намного выше, то есть мы их почти не видим, тем самым они сохраняют себя, конечно же. А рекордсменами вообще высоты считаются гуси. Высота пролета обычно составляет от 450 до 750 метров. Вот. Природа выживает Да, от деятельности человека. Да. Хочу еще отметить такой факт, что у нас когда-то обитали белые аисты, которые, оказывается, исчезли на 100 лет. На целых 100 лет. И теперь, к счастью, их наблюдают уже в наше время. Здорово. Да, таких видов, наверное, немало. Как здорово, что есть такие процессы самосохранения у природы, да, и что мы не всегда можем все-таки что-то сильно испортить навсегда. Да, к Альбина, счастью. Альбина, спасибо вам большое за эту Вам познавательную спасибо. такую лекцию.